Xayrlı gün, hürmetli Büteresi Fenli Гамәли конференцияның ұйыштырушылар, онда қатнашушылар. Добрый день, уважаемые организаторы, участники Всероссийской научно-практической конференции. Башкирский язык богат, многогранен и уникален. Уникален изобилием своих диалектов и говоров. Большой запас слов, форм и сочетаний обусловлен многовековой историей башкирского народа. На сегодня языковеды выделяют три основных башкирских диалекта. Это восточный, южный и северо-западный. Восточный диалект куваканский распространен в северных и северо-восточных районах Башкортостана, в Челябинской и Курганской областях. Южный диалект в основном распространен в южных районах Башкортостана, а также встречается в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях. Сама я являюсь истинным носителем северо-западного диалекта, распространенного в северо-западных районах Башкортостана, юго-восточных районах Свердловской области, Бардымского и Пермского районов Пермского края и востока Республики Татарстан. В его составе разделяют Ганинский, Нижнебильский, Караидельский, Таныбский, Среднеуральский говоры. Северо-западный диалект – территориальный вариант башкирского языка. Как уверяют ученые, фактически северо-западный диалект – более древняя реликтовая форма башкирского народно-разговорного языка. Свойственные ему формы были зафиксированы как башкирский уже в сравнительных словарях всех языков и наречий Петра Симона Палласа, изданных в 1787 году. В конце 19-го, начале 20 века его говоры были описаны как башкирские в работах Бессонова и Катанова. В результате диалектологических экспедиций 31-34 годов язык северо-западных башкир был описан по комплексной методике ведущего советского тюрколога Николая Дмитриева. И уже в середине 30-х годов 20 века тезис о трехдиалектном составе башкирского народно-разговорного языка публиковался в научной литературе и школьных учебниках. 30-е годы прошлого века являются датой научного описания северо-западного диалекта. В 1990 году была опубликована монография Сарии Миржановой «Северо-западный диалект башкирского языка», о чем уже речь шла, обобщающая итоги более чем вековых исследований русских и башкирских ученых. И эта монография недавно была переиздана. Грамматические особенности северо-западного диалекта тесно связывают его с литературным башкирским. Окончание глаголов и местоимений на ай-ай, шумдай, бармай. Фонетические особенности диалекта тоже подтверждают, что данный диалект башкирского языка произносится болот, бурон. И словарный запас является доказательством данного факта. Если рассмотреть лексико-семантические группы, то можно увидеть идентичность большинства слов. Мы работаем над изучением своего диалекта довольно-таки давно. Во время обучения в Бирской государственной социально-педагогической академии писали курсовую на эту тему. Далее с детьми участвовали в научно-практических конференциях. Летом этого года занимаюсь абсолютно новым, интересным и в то же время трудным видом деятельности для меня – переводом брошюр. То есть научно-методических пособий по демографии, истории, культуре Башкир, Республики Башкортостан с русского на диалект, на северо-западный диалект. Башкир, говорящих именно на северо-западном диалекте. Вот жалко, что вышел представитель как раз данной организации без башкортлар. На первый взгляд работа должна была бы быть очень легкой, так как я с первых дней своей жизни говорю на этом диалекте, на его таныбском говоре. Он впитался в меня с молоком матери, и проблем вроде бы возникать не должно. Однако, во-первых, у меня не было большого опыта перевода текстов, научных текстов. Во-вторых, в диалектах нет алфавита, да, ни у одного народа. То есть диалекты издревле были в разговорном варианте. В-третьих, привычнее, если переводить, то на литературный язык. Время от времени я на него при переводе и переходила, не замечая сама этого. Потом, вспомнив о необходимости перевода уже на диалект, приходилось переделывать текст заново. Конечно же, в преподавании башкирского языка приходится учитывать особенности местного диалекта. В помощь учителям, преподающим язык на северо-западной части республики, учащимся, говорящим на данном диалекте, выходят дополнительные пособия, специально разработанные группой языковедов и учителей-практиков, одной из которых являюсь я сама, созданной Министерством образования и науки Республики Башкортостан. В прошлом году изданы были пособия для 5 классов и для учителей, работающих в данном классе. В этом году мы работаем над пособием для обучающихся для 6 классов.
Здесь представлены материалы как для уроков языка, так и литературы. Тексты с диалектальными ошибками, которые необходимо знать, учитывать. Заново просмотрели все произведения учебника на предмет понимания слов обучающимися. Предложены им варианты для поставления слов на диалекте и литературном языке. Включены дополнительные материалы по писателям и поэтам данных районов, их произведений, так как до этого они оставались в тени, что обижало лично меня. Однако это еще не говорит о том, что на уроках мы разговариваем и общаемся на диалекте. Насколько бы нам не был дорог, близок к сердцу наш северо-западный диалект, нам важно научить обучающихся говорить на литературном башкирском языке. Для меня диалект и литературный язык – это одно целое, потому что именно литературный язык объединяет как общность, как народ, как нацию, а диалекты обогащают, делают его богатым. И тем более, чем больше диалектов, тем труднее уничтожить сам язык. Очень приятно, что языковеды, общественность в последнее время приняли наш северо-западный диалект как диалект башкирского языка. Хотя споры были, есть, конечно, остаются. Изменилось и отношение к нам, носителям данного диалекта. Мы почувствовали поддержку республики, главы республики Радия Фаритовича Хабирова, общественности. Чувствуем себя частью великой республики, великого языка и великой нации. Как учитель хочу выступление свое закончить словами из стихотворения Рами Гарипова «Родной язык». Я, как пчела в саду цветущем, в поле, как жемчуга-искатель в глубине, тружусь, веду свой поиск. Боли, родной язык волнует душу мне. Очень приятно, что я смогла окунуться в мир науки, хотя почувствовала себя песчинкой в пустыне, но среди вас сегодня целый день. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. У меня вот вопрос такой. Уже затрагивался наверняка вопрос, вы были на симпозиуме учителей башкирского языка, который недавно проходил. Наверняка вы там были, и там затрагивалась тема перспектив развития преподавания, то есть развития обучения в школах Башкирии, изучения башкирского языка каждого из диалектов, то есть южного, восточных, северо-западных. Есть ли какие-нибудь перспективы изучения вообще и развития в школах такого предмета? Нет, я там присутствовала именно по диалектам, как изучение такой вопрос вообще не поднимался. Я против обучения на диалекте. Мы знаем свой диалект. Каждый диалект, носитель диалекта, он знает с рождения, разговаривает на этом диалекте. Мы все понимаем друг друга, но что-то должно объединять в одно целое нас как народ. Если каждый будет изучать только отдельно свой диалект, это будет разобщение. Поэтому я конкретно против. Я против издания учебников для обучающихся на диалектах. Можно какие-то коррективы вносить, мы все равно в преподавании сопоставление делаем. Во-первых, с русским языком сопоставляем, во-вторых, слова на диалекте и на литературном языке сопоставляем, потому что некоторые слова могут быть непонятны или произношение может быть другое, но против обучения на диалектах. Это будет неправильно. Ни у одного народа, по-моему, такого нет. У нас тоже этого не должно быть все-таки. Можно добавлю? Во-первых, скажу. Вы сказали, что язык должен сплочать, соединять. Да. Но у нас так получилось, что в течение 100 лет именно общий литературный язык разделяет северо-западный башкир от всего башкирского сообщества. Наши студенты, когда приезжают, когда они встречаются у всех представителей других диалектов, сталкиваются с такой проблемой, что нас называют ненастоящими башкирами. Это 100 лет уже происходит и является главным фактором, который делит наш народ. Они объединяют. Наши за 100 лет так и не смогли научиться говорить на литературном башкирском языке. Они не научатся его в конце концов. Он не научится никогда. Скорее всего, перестанут преподавать в общем языке, но на литературный язык, башкирский, северо-запад, он никогда не перейдет. В разговоре не перейдет, но знать его надо. В разговоре наши дети, в том числе, не могут учить родной язык,
потому что в качестве родного языка, если положить литературный башкирский, который де-факто не является родным, и звучит слова другие, они не имеют возможности практиковать его дома. И из-за того, что дома практикуется другой диалект, а в школе как литературный другой, из-за этого конфликта дети не могут выучить. У меня вот родной сын, он стесняется говорить на башкирском или на диалекте северо-западном, да? Потому что он точно не знает, какое слово в данный момент использовать. Потому что у него в школе по одному говорят, дома по-другому. У него конфликт, ему проще говорить по-русски. Извините, можно? Да. Я как преподаватель работала в Нижнекамском филиале Башко 10 лет. И вот эти 10 лет, когда мы учили студентов, мы не только учили, мы сами и учились, то есть это диалект самый, знаем, что древние формы литературного языка, но наши студенты, они прекрасно говорили на литературном. Но хочу сказать, что они вполне могут. Только Нет, не хватает могут. там преподавания. Как остановился вот этот вот, ну, сейчас там нету башкирской филологии, ни кафедры, ни факультета. Нет, Но ошибаетесь. я предлагаю вести, может быть, заново все это дальше. Ну, 100 лет назад, например, Можно не вопрос, не надо 100 лет, я там сама преподавала в Бураевском районе в школе. Вот. В Какой? школе преподавала. Какой? Я Викмете, Нововикметова. Там дети дошли до 10 класса. Они абсолютно прекрасно разговаривали на башкирском языке. Родители сами старались разговаривать на башкирском языке. Они всегда со мной разговаривали. Просто надо изучать башкирский язык. вы, наверное, хороший преподаватель. Хороший Но хороших преподаватель. преподавателей у нас нету. Надо проблемы были под- Я вас поддерживаю, потому что И там я же не одна была. Нас много было. Там преподавали башкирский язык. До 88 года преподавали. Я сама преподавала. А сейчас вот с детьми я со своими общаюсь, хорошо, прекрасно общаюсь. С Бураевским я абсолютно хорошо общаюсь. у нас учились студенты из Бураевского, Да. Татарского, И они себя чувствуют башкирами. Они говорят, Они мы не башкиры. Ну просто надо преподавать. Кәтішлі башқұрттары, бен башқұрттар. Потомдан да И то, что вы говорите, что лет, просто надо преподавать. Надо преподнести там все все это. это остановилось, все. И здесь не мы должны решать. На уровне правительства и все. Заново все это надо будет, может быть. Заново. Да. Я работаю с людьми. Да. Я по программе инициативного бюджетирования проехал 92 сельсовета, в течение 3 лет проезжал. И везде, где башкирский населенный пункт, я принимал этот вопрос или слушал, я пытался на родном языке разговаривать. Я этот вопрос знаю очень хорошо и с разных сторон. Я 6 районов, которые я обслуживал. То, что на сегодняшний день в основном уже доминирует русский язык, того башкирского, лет 30 назад еще мы учили башкирский. Почему? Потому что у нас бабушки и дедушки говорили только на башкирском, да? Была необходимость говорить на башкирском. Теперь уже у детей как бы особой необходимости нет. Да, если хороший преподаватель, их можно этому научить. Но фактически у них уже необходимости как такого учить башкирский язык нету. Ну вот создать. Бабушки уже говорят по-русски, все в деревнях говорят. Их бабушки уже говорят в деревнях по-русски. По вашему Но мнению, не Но- нужно изучать язык. Язык, который не является для нас, который он все равно идет тяжелее. Литературный башкирский язык, он идет тяжело. И когда у меня есть несколько сотен подписей родителей, например, да, которые уже давно начинали собирать и просить северо-западный диалект. Я пока еще не выкладывал нигде. Люди хотят попробовать говорить с детьми на том языке, на котором они разговаривают. Мне вот самому, я как сам северо-западный башкир, да, мне было бы приятно, если бы мой сын разговаривал со мной на моем родном языке. Он приходит на урок башкирского языка, да, я в первом классе я вообще не понимал, какое слово надо сейчас использовать по этим картинкам, да, по учебнику башкирского языка. Потому что мы так говорим, кто-то так, ладно, супруга еще более-менее. Ну все это должно решаться на правительственном уровне. Если Да. будет поддержка, Принудительно какие вопросы учить решаются? башкирский не будет. Северо-запад
тогда, если будет выбор между башкирским и татарским, будут учить татарский. А можно вопрос? Как вы себе представляете, в других семьях, южный диалект, например, восточный диалект, они на каком разговаривают дома и как они обучают тому же литературу? Почему? У них есть конфликт между литературным и диалектным своим. Конечно, У них конечно, нет такого соседа мощного, как Татарстан, у них рядом нет. Нас чуть что пытаются, а давайте тогда учите татарский, да? И раз вам башкирский не нравится, краснокамский. Краснокамский учились. Да, учиться я знаю, что и в конкурсах побеждает. Во-вторых, вот вы говорите, да, деревня есть в Башкирском районе, деревня Бильгиш, да? Подождите, Бильгиш. Там учились, они до сих пор себя считают башкирами, учились на башкирском до 50-го года. В 1950 году учились на башкирском. Родители их не учились на башкирском. А потом приехали с Татарстана, договорились с нашим правительством, да, их начали обучать на татарском. Это все решается на правительственном уровне. У нас сейчас демократия. Если дети хотят учить татарский язык, точнее родители попросят, да? У нас вот в школах сейчас есть родной татарский, башкирский. Если пишут заявление, пожалуйста, пусть учат татарский, да? Люди, потому что литературный башкирский сильно отличается от нашего диалекта. Нашим детям проще учить в данный момент татарский. Извините, если будет большая поддержка, фонетически, да. если будет большая поддержка, Не поддержка, вы имеете в виду в принудительно. 2000-х годах всегда была большая поддержка. Можно я тоже добавлю свое мнение? Мне кажется, программа башкирского языка, когда вот изучают с первых дней, там, с первого класса, нужно внести все диалекты. Вот, например, такое слово в таком диалекте вот так. Хотя бы не с первого класса, а вот это нужно внести программу. Все диалекты. Ну, а диалекты в программе-то есть, мы просто ознакомливаем, но каждое слово в каждом диалекте рассматривать. Специально надо курсы пройти. Мы учителя так и учим. Нет, проблема же не только северо-западных, которые хотят учить, не хотят. Да, они учат, ладно, литературный башкирский. Приезжают тот же самый Уфо, встречаются юго-западными, южными башкирами. Да, вот буквально на той неделе девушка она рассказывала об этом. И надо им разговаривать на литературном башкирском языке. Нет, те, которые говорят на более похожем на литературном, сразу же ставят им: о, ты, наверное, татарка. Я, говорит, пытаюсь доказать, что я говорю на башкирском, но я, говорит, не знаю, как это сделать, потому что мне об этом не рассказывали. Я не знаю, что им ответить. Нет, это мы сейчас, учителя, там постоянно сталкиваемся. Дети об этом практически не знают. Ну, просто потихоньку психологию людей вот так менять надо, что это диалект. Все. Простите, пожалуйста, давайте, наверное, будем завершать дискуссию. Очень она, злободневная. Спасибо за ваш доклад. Спасибо. Со своей стороны, я что могу сказать? Да, мне ясно стало, какая проблема стоит здесь. И она не решается силовым способом. Да? Понятно, что дети будут говорить, если будут на том языке, на котором с ними говорят дома. И это важный вопрос. Я тоже слышала в Удмуртии, в селах удмуртских, на территории Башкортостана, там приезжает учительница с литературным удмуртским, они все смеются, не хотят изучать, они выходят из положения тем, что ставят учительницу с диалектным языком, этот язык дети как-то готовы изучать. Что мы можем сказать? Слыша эту проблему, то есть я думаю, что как раз обучающие платформы, в которых, возможно, во-первых, нужно разрабатывать та проблема, о которой вы сказали, что нет даже нормализации написания на диалектах, ее надо решать на государственном уровне, безусловно. То есть важно, чтобы диалект имел свою письменность, если он хочет себя позиционировать, потому что сейчас ее нет. А второй момент, то что мне кажется, что если будет интерес, будет желание заказывать у института на северо-западном, конечно, можно на нем сделать и развивать, и поддерживать тот язык, на котором говорят дома. Потому что это важно. В школах это одно, но возможность поддержать домашний язык общения очень важна. Я могу сказать, что за рубежом, например, в финских школах, там ты имеешь возможность, у тебя карельский язык, допустим, домашний финский диалект карельского языка, ты можешь его выбрать и его развивать, чтобы ребенок не терял свою идентичность. Поэтому мы должны на уровне действительно более высоком думать об этом, и есть возможности поддерживать этот диалект.
Хотя я не говорю о том, что нужно отходить от литературного башкирского. Этот вопрос открытый. Мы не знаем, как лучше. Возможно, его тоже стоит по желанию иметь возможность в школах изучать, потому что человек не знает, как сложится его жизнь.